Противостояние гроссмейстеров завершилось. В спортклубе «Ади Ахмат» в Троицком прошли финальные партии шахматного турнира. Сделано своими руками. Мастер-класс по декупажу и флористике проводят в ДК Зязиков-Юрта члены Ассоциации ремесленников. 3 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых медалей завоевали ингушские каратисты на межрегиональном турнире в Нальчике. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. В рамках нацпроекта образования в 2022 году в нашем регионе появится первый центр для одаренных детей по аналогу образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он будет работать на базе гимназии в Назране. Основными задачами центра являются выявление одаренных детей-школьников, их развитие и поддержка по 3 направлениям – спорт, наука и культура. Самые способные дети из Ингушетии также будут отправляться и на смены, которые будут проходить в образовательном центре «Сириус» в Сочи для обмена знаниями, опытом и навыками. Нацпроект образования хватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиардов рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Национальные проекты призваны улучшить качество жизни миллионов граждан России. Масштабной федеральной программе исполняется год. Главная ее задача – решение проблем важных, что называется, для всех и каждого. Комфортное жилье, поддержка семей с детьми, чистый воздух, достойный уровень медицины. Цели более чем амбициозные. Только в минувшем году на все это из бюджета было выделено больше 3 миллионов рублей. А как реализуются нацпроекты в Ингушетии, расскажет Зелимхан Калоев. Открытие, строительство, оснащение оборудованием – все для комфорта и качества жизни граждан. По нацпроекту здравоохранения в регионах создаются национальные медицинские центры, специализированное отделение для ранней диагностики заболеваний. В селах открываются фельдшерско-акушерские пункты. Сразу 2 новых ФАПа недавно появились в высокогорных селах Ингушетии – Арамхи и Джайрахи. Измерить давление или сделать укол теперь для жителей селения Арамхи Руслана Ахриева стало намного легче. Вместе с открытием долгожданного и единственного фельдшерско-акушерского пункта остались позади и его многокилометровые походы в Альгете и в Джайрах в поисках медпомощи. Проживаю в Арамхи, вот в этом соседнем доме, уже больше 25 лет. Стройкой нового ФАПа у нас в Арамхах. Мы очень довольны этим, что у нас будет сейчас наконец-то выйти там, с дома вышел уже под носом ФАП. Это очень хорошее дело, конечно. И также у нас очень много отдыхающих здесь рядом с курорт Арамхи, и тоже нужно бывает. Здоровая нация – это здоровое будущее. Цель нацпроекта – повысить продолжительность жизни россиян и увеличить рождаемость в стране. Налицо успехи и нацпроекта «Демография». Более 9,5 миллионов российских семей стали обладателями материнского капитала. Его размер увеличился и составил 453 тысячи рублей. В этом году поддержка семей с детьми будет расширена. Если доход на каждого человека меньше 2 прожиточных минимумов, то такие семьи могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату. Ее размер около 12 тысяч рублей. Причем пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 3 года. В прошлом году эти деньги получали до 1,5 лет. Еще в конце прошлого года, принимая участие в пресс-конференции в рамках главного медиасобытия СКФО в Махачкале, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отдельно остановился на нацпроекте «Демография», в частности, на мерах, направленных на перспективу. Так, по его словам, в регионе действительно высокая рождаемость, но и статистика детской смертности на сегодня составляет 6,8%. Проекты реализуются в действительности. Каждый объект из них для людей. Есть определенная цель, есть определенные вопросы, которые мы решаем уже сегодня. Большое внимание уделяется и культурным объектам, а также для детей в части школ, больниц. Специализированная больница у нас введена в строй. Нацпроект «Экология» – один из тех, где волонтеры чуть ли не главные действующие лица. Более 900 тысяч россиян в прошлом году участвовали в акциях по очистке рек и озер от мусора. А в Ингушетии к тому же началась реконструкция Назрановского пруда. Уже давно надо было его облагородить.
привести в должное состояние, чтобы всем жителям города было удобно и приятно проводить свое время. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» в 2020 году будут реконструированы водоемы Карабулака и Малгобека. В планах провести модернизацию территории вокруг пруда, ведь это одно из самых привлекательных мест отдыха в Назране. По поручению главы республики подрядчиком разработан проект, дизайнерский проект. Здесь будет благоустроен, то есть будут установлены скамейки, освещение будет, фонари будут установлены, будут устроены вот на этом месте баскетбольная площадка, волейбольная площадка. Ну, чтобы дети и население, и люди могли сюда приходить, провести время, отдохнуть себе. Безусловно, еще один важный вектор развития республики – образование. Только до конца 2024 года в регионе появится 15 новых школ. И все это в рамках нацпроекта образования. Вот объекты в эксплуатацию позволит обеспечить новыми рабочими местами и создать 1000 ученических мест. Также открытие новых школ позволит решить проблему 3- и 2-сменного обучения. У нас в рамках реализации национального проекта образования реализуются различные региональные проекты. Один из них – это региональный проект «Современная школа». В рамках указанного регионального проекта у нас до 2021 года уже заключены соглашения, но сам проект у нас реализуется до 2024 года. В том числе в 2019 году у нас начато строительство 5 школ. В рамках указанного проекта завершение строительства планируется в 2020 году, в декабре, в конце года. Мы еще планируем строительство детских садов. Детские сады у нас уже идут в рамках реализации нашего проекта «Демография». Но мы идем там как уже соисполнители данного нацпроекта, а ответственным исполнителем является Министерство труда и занятости. Вот. Именно соисполнительной части строительства детских садов у нас планируется строительство до 2021 года 26 садов, из них 25 садов по 220 мест и один садик на 190 мест. В рамках все того же проекта новым транспортом пополнились автопарки общеобразовательных учреждений. 50 новеньких машин. Долгожданный подарок под Новый год получила и средняя школа селения Новый Редант. Транспорт был просто необходим. 3 года назад мы получали автобус КАВЗ на 34 места, но у нас была проблема, то что дети, у нас игровые виды спорта, волейбол, баскетбол, футбол, женский, мужской, республики призовые места занимают наши дети постоянно и приходится их вывозить. А чтобы вывести 10-12 детей, автобус на 34 места, он огромный, не очень удобно. Поэтому мы писали заявку, чтобы нам выделили какой-то транспорт, или УАЗ, или Газель. Мы, правда, не ожидали этого. Toyota Camry 060, право вручения остановил машину. 36 новеньких автомобилей поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все авто оснащены радиостанциями, планшетами, подключенными к необходимым в работе базам данных, сигнальными устройствами и медицинскими укладками. Машины обладают повышенными динамическими характеристиками, которые сегодня необходимы как для преследования нарушителей, так и для осуществления сопровождения. С появлением такого арсенала борьба с нарушителями должна выйти на принципиально новый уровень. Прежний автопарк был сильно изношен. Количество транспортных средств было явно недостаточным, эксплуатировался круглосуточный транспорт, в большинстве случаев не выдерживал, часто ремонтировался. Сейчас действительно это одни из лучших моделей, высокодинамические, с хорошими силовыми качествами, маневренные. Сегодня в республике реализуется 51 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 нацпроектов. Общая сумма федеральных субсидий с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет 5 миллиардов 525 миллионов 679 тысяч рублей. Ощутить позитивные изменения и наблюдать за исполнением нацпроектов можно уже сейчас. Противостояние гроссмейстеров завершилось. Сегодня в спортивном клубе «Ади Ахмат» в Троицком состоялись заключительные интеллектуальные поединки спортсменов. Республиканский турнир по классической игре в шахматы на Кубок Эрнеста Энеркиева проходил в течение 4 дней. О финальных партиях сюжет Харуна Аздоева. Активнее всех начала свой новый спортивный сезон Федерация шахмат Республики Ингушетия. В первые дни Нового года стартовал чемпионат на Кубок Эрнеста Энеркиева, финалистами которого стали 6 человек, оспорившие право обладания главным призом турнира.
Это уже 5-й по счету турнир по классическим шахматам на Кубок российского гроссмейстера, чемпиона Европы 2016 года Эрнеста Энаркиева. Участие принимают только шахматисты, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков в течение предшествующего соревновательного сезона. Один из таких — Магомед Башир Асмиев, воспитанник Малгобекской шахматной школы, призер турнира памяти Эльберта Нальгиева. Юный игрок на хорошем уровне провел важный матч предзаключительного этапа. Эта партия первого тура финала была не самая сложная из всех. Мне удалось выиграть из-за того, что соперница зевнула в ловушку и проиграла фигуру. Этот чемпионат очень важен для меня. Здесь я научился новым приемам, которые можно применить в шахматных партиях. Эрнест Энаркиев — это мой кумир. Я хочу быть наравне с ним. Он пример для подражания. Федерация шахмат республики доверила проведение одного из престижнейших турниров региона спортивному клубу «Ади Ахмат». У организаторов соревнований нет цели найти среди участников самородков, которые могут блеснуть своим талантом. Главная задача турнира — выявить сильнейшего игрока в формате классических шахмат. Отсюда и особенность нынешнего чемпионата самой популярной игры в мире. Отличается этот турнир от всех, наверное, своим ограниченным количеством участников. То есть все остальные турниры у нас проходят по швейцарской системе. Это такие массовые шахматы, где играют все без ограничений. Здесь же 6 взрослых только могут пройти по итогам года. И то есть тогда, получается, играют только сильнейшие, потому что каждый раз попадать в призы, что-то выигрывать в течение года, только так можно попасть в Кубок Энаркиева. Сам Кубок Энаркиева, он переходящий, с условием, что он останется навсегда тому, кто выиграет его либо 3 раза подряд, либо 5 раз вообще. За противостоянием учителя и подающего надежды учеником всегда интересно наблюдать. Магомед Мислауров, воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмат», как правило, играет исключительно технические позиции, стараясь их сразу упростить. Однако сегодня он выбрал живой дебют, причем с риском для себя – потерять преимущество и отдать его более опытному сопернику. Юный шахматист играет черными и был вынужден признать свое поражение после хода, поставившего его положение мат. Остается еще матч за 3-е место и надежда стать победителем будущего чемпионата. Для меня он как бы 4-й. Всего их было 5. 2 раза выиграл Гадаборшев Тимур Хаматханович. Асмиев Али 11, Дарбек Мурат. Ну вот пока мне не удается ничего сделать на этом турнире. Надеюсь, в следующем году приеду с более большими силами и, надеюсь, выиграю турнир. Каждому игроку выпала огромная честь участвовать в чемпионате на Кубок Эрнеста Энаркиева. И эта совместная работа позволит создать путь, по которому смогут подняться к спортивной славе шахматисты со всей республики. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. В школьном аттестате появятся новые отметки. Министром просвещения России предложено оценивать успехи детей в музыке, физкультуре и ИЗО по системе «зачет-незачет». В некоторых школах уже давно используют зачет-незачет или даже 100-бальную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю – 5, 4 и 3. Поэтому сейчас готовится новый порядок выдачи аттестатов об основном, общем и среднем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить зачтено за такие предметы, как ИЗО, музыка и физическая культура. По мнению министра просвещения, любой ребенок любит бегать, рисовать и петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить 3 в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха неверно. Правила пользования крючком, соединения нити и красивое наложение шва. Всем тонкостям рукоделия обучают в открывшейся в ДК Зязиков-Юрта мастерской по декупажу и флористике. Мастер-классы для всех желающих проводят члены Ассоциации ремесленников. Наряду с техникой вязания там обучают создавать различные предметы и поделки. Джалидат Хлухоева тоже впечатлилась. Крючок за крючком, клубок нити превращается в изысканную корзинку. Волшебство это вполне осязаемое и, что важно, доступное любому, кто захочет им овладеть. Впрочем, желающих освоить такое рукоделие в этой мастерской собралось немало. Амина Цачуева была в числе первых, кто записался на мастер-класс. Я думаю, это и для души, и для дальнейшего пригодится, потому что всегда полезно узнать что-то новое.
Казалось бы, обычное вязание крючком. Процесс, наполненный теплом дома, превращающий в руках бабушки обычные нити в шарф или свитер. Именно такие детские воспоминания позволили Марете Шадиевой создать свой бренд трикотажных корзин и проводить вот такие мастер-классы. Она учит детей, как правильно держать в руках инструмент, какой материал лучше использовать и как соединить нить, чтобы избежать торчащих швов. Здесь шов, я даже сейчас не могу сказать, где он есть, то есть здесь использованы бесшовные соединения. Это смотрится более эстетично, и какой бы стороной мы корзинку не поставили, нам не нужно следить за тем, чтобы шов был на невидной какой-то стороне. Вот именно сейчас это и есть бесшовные соединения. То есть мы сейчас соединим начало и конец нашего ряда, и будет совсем незаметно. Член Ассоциации ремесленников Ингушетии объясняет, за красивым изделием помимо практики стоит немалый теоретический багаж знаний, который девочкам также предстоит освоить на ее занятиях. С официальным открытием мастерской в Доме культуры они будут проходить 3 раза в неделю, отдельно для взрослых и маленьких. Мы будем плести корзиночки, но помимо этого мы хотим включить сюда декупаж. Декупаж различных вазочек, чтобы были задействованы дети, прививать интерес детей именно к переделыванию своими руками. Впрочем, создавать вазы своими руками здесь начали еще осенью. В свободное время воспитанники и работники ДК собирали сухоцветы, злаки и прочую растительную красоту, которая и послужит материалом для занятий кружка флористики. Не вижу, чтобы у нас это было там не то чтобы развито, вообще где-то делали цветы из сухоцветов, а на самом деле сегодня это очень модные и востребованные букеты, они так называются, букеты-комплименты, да, я, например, часто иду куда-то, и мне хочется именно вот такой симпатичный букетик из сухоцветов, или букет просто, или же в вазе, да, оформленные сухоцветы, вот мне очень самой нравится, и я надеюсь, мы сможем делать именно такие букеты, которые мы в последующем, может быть, будем не просто выставлять там, да, делать, дарить друг друга или показывать, но и продавать. Найти себе занятия по душе в мастерской смогут и мальчишки. Магомед Алицуров, например, уже может похвастаться своим творением. Самый юный член Ассоциации ремесленников Ингушетии вместе со своим товарищем собрал башню-светильник из подручных средств. Материалом служили обычные фанерные доски и дерево. Мы брали ветки и мелкой наждачкой все точили. Вот даже видно отсюда, мы как бы камни делали. Вот камни. Вот. Ну, держится вся конструкция на термоклее и вот маленьких гвоздиках. Вот лампа. И она расположена наверху башни. И эта лампа питается от 12 вольт, ну, ее сейчас подключаем на 220. И там надо или плату, или что-то поставить, чтобы она не могла... Если много стоять, она будет включенная на 220, она может или взрываться, или от нее дым пойдет, и она больше не включится. Начиная первое занятие, в студии ребятам устроили мастер-класс по индийской вышивке. Она выполняется люневильским крючком, на который нанизывается бисер специальными нитками. Работа настолько завораживает, что дети плотно окружили мастера. Такие дела, они не идут просто там тоже по видеоуроку, там именно важна вовлеченность, важно найти человека, который этим давно занимается, чтобы просто человек, у которого уже есть опыт, он тебе изначально объяснил, какие материалы тебе нужны будут. Потому что иногда, когда ты вот долго по крупицам, по видеоурокам это все делаешь, это идет слишком долго. Когда тебе нужно было только задать пару вопросов профессионалу, и он бы тебе за 2 секунды это все разъяснил бы. Расширить кругозор и привнести в деятельность Дома культуры что-то новое. Основная цель открытия творческой мастерской. Как надеется руководство ДК, полученные здесь навыки они в том числе могут применять и для дальнейшего финансового развития. Жарадат Хулхоева, Майрбек Мержоев, Новости 24. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться со своими бедами и проблемами. И сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.
3 золотыми, 4 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Только по итогам одного турнира пополнилась копилка ингушских каратистов. Наши спортсмены заняли второе общекомандное место на межрегиональном турнире по кёкусинкай карате, проходившем в Нальчике. Мотивацию, волю к победе и боевой дух наравне с парнями продемонстрировала и представительница слабого пола, доказав, что это спорное утверждение. С победителями и призерами встретился наш корреспондент. Ну, как бьем, так и возвращаем ее еще быстрее, понятно? Руки и ноги должны быть набиты до такой степени, чтобы могли спокойно выдерживать удар противника, сохраняя при этом способность ответного удара. Тренерская установка и строгая дисциплина, пожалуй, в этом и кроется секрет многочисленных побед этих воинов Золотой башни. Так, на прошедшем Нальчике турнире по карате кёкусинкай наши бойцы отличились, завоевав 3 медали высшей пробы, 4 серебряных и 16 бронзовых. Когда я дрался, вышел бой, мать Тихареса. В втором бою также. Я благодарю своего тренера, своего отца. Они старались меня поддерживать, меня тренировали. Первый поединок я закончил, что я ударил в голову 2 раза. Это сколько очков это принесло? 2 очка, и я выиграл. В последних соревнованиях занял мой сын 1 место. Занимается год. Все хорошо, очень рядом, в шаговой доступности место тренировок, хороший тренер. Я вот год назад, как его привел, сразу решил, что он будет заниматься. Свой путь в изучении одной из самых трудных и жестких разновидностей карате братья Дзангиевы начали еще в Казахстане, откуда в Ингушетию переехали год назад. В 16 лет они становились победителями и призерами различных турниров, а теперь благодаря им кёкусинкай карате, как японская философия единоборств, уже больше года прочно закрепилась в Ингушетии, пользуясь огромной популярностью среди молодежи. Самим же наставникам, обладателям первого дана черного пояса, пришлось немало потрудиться на прошедшем пятигорском экзамене или по-другому аттестации на повышение тренерской квалификации. Конечно, было очень тяжело сдавать, потому что там многие и проваливали экзамен, многие не проходили такой трудный экзамен. Помимо того, чтобы защитить черный пояс, нужно было показать ката, в первую очередь. Второе, показать свою физическую выносливость. Третье, получается, завершающее, чтобы защитить свой черный пояс, нужно было провести около 15 боев, из них было разрешено только проиграть 1 бой. Получается, мы с братом прошли успешно все физические, технические и прошли успешно свои бои. Одержали, получается, все 15 побед. На тех прошедших соревнованиях такой средний уровень показали. И спустя 3 месяца показали вообще высокий результат. Такой мне очень понравилось, да. И техника, значит, хорошая была. И, значит, скорость, все было лучше, чем в спортзале. Обычно говорят, что в спортзале, то, что в спортзале сделал, что и на соревнованиях, но показали лучше намного. Оригинальная система карате, сохранившая дух спортивных поединков, но приспособившая технику и тактику к современным условиям. По словам Алисхана Дзангиева, кёкусинкай – яркий пример спортивного этикета. В карате главное этикет. Этикет – это значит правила карате, и воспитательная работа стоит на первом месте. Поэтому родители, большинство и приходят к нам, потому что воспитательная работа проделывается, большая работа над этим работается, чтобы первое место это воспитание, второе место это значит самозащита. Ну ни в коем случае не драться на улице, мы этому не обучаем. Полноконтактный бой с насыщенными ударами ног и рук, зрелищные поединки которого привлекли Имаку Хамадханову. В свои 10 лет она является призером республиканских и межрегиональных турниров. Почему ты решила пойти в кёкусинкай? Потому что я с детства мечтала пойти в карате, мне нравится. Боевой дух сплоченных юниоров в белом кимоно, или точнее в доги, не оставляет сомнений. Им уже не терпится выступать на следующих соревнованиях. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Новости 24. Ответственность за пропаганду в интернете наркотиков и психотропных веществ может дойти до миллиона. Согласно новым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штрафы для нарушителя составят от 5 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц 50-100 тысяч. Для юридических от 1 до 1,5 миллиона рублей. Для предпринимателей альтернативным видом наказания будет приостановление деятельности на срок до 90 дней. Для иностранцев и лиц без гражданства предусматриваются наказания в виде штрафа до 30 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. При этом дополнительно может быть принято решение о выдворении из России.
8 коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году. Они складываются из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные. Первая короткая неделя выпала на эту, 9 и 10 января. В феврале неделя будет 4-дневной в связи с празднованием Дня защитника Отечества с 25 по 28. На день сократится неделя и в марте благодаря Международному женскому дню. В преддверии майских праздников рабочими будут дни с 27 по 30 апреля, а также с 6 по 8 и 12 и 15 мая. В честь Дня России выходными объявят 3 дня с 12 по 14 июня. А вот неделя, на которую придется День народного единства, окажется разбитой на 2 равные части. Рабочими будут 2, 3 и 5, 6 ноября. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.